Это звук вальцевых машин, вновь зазвучавших в Карабулакском мукомольном комбинате. Спустя 5 лет простоя гул здесь не утихает ни на минуту. Настоящий гигант мукомольного производства. Мощность только в первой очереди составляет 1200 тонн переработки зерна в сутки. А при полной загрузке предприятие способно будет реализовывать 2400 тонн. Этой продукции хватит для заполнения качественной мукой не только внутренний рынок, но и внешний. Мукомольный завод «Сатурн-1», как и мельница прошлого, состоит из хранилища зерна, элеватора и, собственно, самой мельницы. Однако масштабы совершенно другие. Производительность 1800 тонн муки ежедневно. А начинается этот процесс на весовой, где зерно взвешивают и отсыпают в завальные ямы. С этих ям поднимается зерно, на элеваторе подается через нории. Загружается элеватор, после того по мере надобности оттуда поступает на мельницу. Все, а потом уже дальше идет размол, делится по фракциям, это мука. Она высшая, первый, второй, зависит от того, какой сорт нам необходим. То есть, если заказ у нас сегодня на высший сорт, мы делаем высший сорт. Мука и отруби у нас появляются вот эти. Это огромная емкость, неотъемлемая часть мукомольного завода, и именно в нее поступает все приходящее зерно. А это 80 тысяч тонн пшеницы. На предприятии 7 элеваторов. Правда, сейчас на начальном этапе их задействовано только 5. Производство муки идет круглосуточно, поэтому конвейеры, переносящие зерно из силосов, работают без остановки. Главная задача почти всех этих машин – просеивать, отделять зерно от примесей, сепарировать и очищать, чтобы к финальному этапу размолочному цеху поступило только чистое зерно определенного качества и стандартного размера. Если вот маломальское пригодное зерно дать, оно выпускает исключительно хорошую продукцию. И действительно, вот сегодня мука, которая нами выпускается, без ложной скромности, можно сказать, это мука высшего уровня по всем показателям. Балочный цех – это целый механизм, разделенный на несколько машин. В них зерно, проходя сверху вниз, раздавливается и снова поднимается наверх по вот этим трубам. Там они обратно фильтруются и делятся на муку, крупу и отруби. Упаковка готового продукта происходит здесь же. Мука высшего сорта распределяется в 50-килограммовые мешки с помощью вот такой карусели. В планах у предприятия расширить географию сбыта продукции и выйти далеко за российские границы, охватив Узбекистан, Ирак, Афганистан и Израиль. Муку ингушского производства уже поставляют в Иран. С этим государством заключен договор на поставку первого, высшего и второго сорта муки в общем объеме 27 тысяч тонн ежемесячно. Мы с удовольствием будем его продавать в Ирак, в Сирию, в Пакистан, в Афганистан. И хотим еще... Когда вторая линия откроется, вторая линия он запустит, всю партию покупаем. Качество вашей муки лучше, чем турецкая, чем другие заводы производят. Самая лучшая мука в мире. Это мы однозначно вам заявляем. Потому что лаборатории мы можем показать. Мы сделали, значит, конкурс был, и ставропольский, и другие образцы муки мы в турецком лаборатории проверили. Лучшей вашей муки карабулакской нету. Вместе с запуском комбината открылась новая страница в истории социально-экономического развития региона. Кроме импортозамещения, мукомольный завод обеспечит рабочими местами более 300 человек. И это не все плюсы. Мука наша будет намного дешевле, чем в российском рынке. Если сегодня стоила мука на рынке 1200 рублей мешок, мы ее отпускаем по 750 рублей. У нас закупают и Чечня, Осетия, Дагестан, Ингушетия. Мы продаем муку, хорошего качества муку. Объемов зерна, выращиваемого в республике, недостаточно, чтобы полностью обеспечить такое масштабное производство. Поэтому зерно закупают в соседних регионах. В планах у руководства предприятия запуск объекта на полную мощность. И, возможно, совсем скоро муку Абада можно будет увидеть не только в магазинах региона, но и всей страны. Жарадат Хулхоева, Марбек Мержоев, Новости 24.